Словно сегодня, под стремительные ритмы нашей жизни, эту задорную мелодию написал композитор Александр Ключерев. В 2005 год, год тысячелетия Казани. И для того, чтобы начать наш рассказ, давайте вернемся на 100 лет назад. Казань, год 1906. В семье Сергея Даниловича и Надежды Семеновны Ключеревых 19 февраля родился сын Александр. В те годы семья жила на берегу озера Кабан в доме купца Хусаинова, в торговом предприятии которого отец будущего композитора работал в должности бухгалтера. Посмотрите, это церковное свидетельство о крещении отца. Я специально акцентирую этот момент, чтобы развеять одну из легенд, сопровождавших всю жизнь отца, что он татарин. Я бы мог рассказать историю семьи Ключеревых, уходящей вглубь старины, о ее исконно русских корнях. В этом фильме я хочу рассказать об отце. И в этом мне помогут его современники, помнящие его, любящие его. Я не буду говорить о своих сыновних чувствах к отцу, так как считаю главной задачей рассказать о нем и в меру возможностей объяснить значимость его творчества. К сожалению, отец ушел в 66 лет. Я уже пережил его, но помню все. Абсолютное большинство его мелодий рождались при мне. Вернее, я слышал, как рождалась музыка, как порой сложно и мучительно она превращалась в музыку Ключерева. Я побежал к Александру Сергеевичу Ключерову. Он тогда жил на улице Карла Маркса. Я говорю: Александр Сергеевич, давайте про Татарстан песню напишем. И вместе сели за рояль, сочиняем. Но слов нету. Я побежал на улицу Ямскую к Гульшат Зайнашевой. Он написал песню. И эта песня называется «Туган жерім Татарстан, Родина моя Татарстан». Вот. Эта песня теперь уже как гимн Татарстана. И мотив каждое утро звучит как позывные Татарстана. Вот это Александр Сергеевич. Если вы возьмете творчество Александра Сергеевича Ключерева, это глубокое проникновение в суть татарской музыки, татарской народной музыки. Это ее использование только не формальное, не просто цитирование, а это опора и это присутствие музыки, это что-то надмирное, это скорее ощущаешь, чем, скажем, вот берешь ноты, вот это вот оттуда, это вот так называется песня или так. И, наверное, в этом и есть смысл сочинения, смысл опоры на национальный мелодии.
Александр Ключерев. Очень был требователен к текстам, и он, вот знание языка меня это поражало. И как-то мы попросили его говорить на татарском языке, сделать выступление. Тогда пришел ко мне, зашел Нахи Санбет, и мне говорит Нахи: Заида, Александр Сергеевич так много делает для татарской музыки, так много работает. Зачем ты его заставляешь говорить на татарском языке? Это же ему трудно. Видишь, он как волновался, все, хотя он правильно все говорит. Скажи спасибо за его труды, что он пишет музыку и критикует наши тексты. А выступать на татарском языке, ему это не обязательно, не вынуждай его на трудную такую работу. Я помню, как к нам во двор приехал огромный американский Студебеккер и увез отца по Татарстану. Отцом изданы 2 больших сборника народных песен. Конечно, никто фольклор лучше отца не знал. Разве что Загид Валерьевич Хабибуллин. Он нередко бывал у нас дома, приходил всегда со своей скрипкой, и после небольшого застолья он расчехлял свою скрипку, они с отцом уходили в другую комнату, где был рояль. Уходил туда и я. Я старался забиться в самый дальний уголок и слушать. Это было величайшим наслаждением. Как они исполняли народные песни, как они это делали, это было удивительно. Я старался скрыть свои чувства. Комок в горле, глаза. Это надо было видеть и слышать. Отец был не просто аккомпаниатором, он был уникальным импровизатором. Однажды я был свидетелем того, как он посрамил знаменитых московских композиторов. Я встречал с ним Новый год в Доме творчества композиторов в Старой Руси, это под Москвой. Никакой звуковой техники тогда, конечно, не было, все было по-живому. Каждая знаменитость подходила к роялю и играла, но настоящий праздник начался тогда, когда за инструмент сел отец. Он с легкостью играл все, о чем его просили. Я был поражен. Все исполненное отцом, конечно, без нот, как мне показалось, звучало лучше, чем в оригинале. Произведения были сыграны с более сочной и изобретательной гармонией. Александр Сергеевич в судьбе нашего оркестра и моя личность сыграл ключевую роль. Когда мы приехали, он был художественным руководителем Татарской государственной филармонии. И после постановления об опере «Мурадели», когда решили, что джаз народу не нужен, по-моему, Александр Сергеевич был единственный человек, который понимал, что джаз народу нужен, и что Казань действительно получила такой оркестр, который свалился как будто с неба на Казань. И он сделал все, чтобы этот оркестр не распался и продолжал существовать по-человечески. Мы как-то очень с ним быстро сошлись.
потому что у нас одинаковые взгляды были на музыку, и на легкую, и на серьезную. Все оценки, как говорится, музыкальные вкусы у нас очень совпадали. Он был очень общительный человек, он был очень остроумный человек. Всегда как-то подмечал какие-то смешные стороны кого-то. И я, например, считаю, что я его единомышленник был, а он мой. Ну, как-то у нас всегда все оценки сходились. Ну, он много ведь сделал для музыкальной жизни Татарина вообще. Я вспоминаю самбу Ключеревскую. У нее какая-то сложилась своя оригинальная интересная судьба. Я считаю, что это удачнейшая пьеса. Я не знаю, вы знаете ли ее дальнейшую судьбу, когда был обмен записей на радио, то все почти заграничные станции именно эту самбу схватили. К сожалению, иностранцы всегда точнее схватывают особенности, что ли, нашей национальной музыки, интонации и так далее. Они сразу расхватали. Это мне на всесоюзном радио говорили. Вот германкия. Вот. И эта германкия мне так запала в душу. Мне еще было, да, ну сколько? В 2014 году мне было 8 лет только было мне, да. Я уже учился в 1 классе гимназии. И вот, пожалуйста, я так влюбился в этого исполнителя на гармошке. Мы с ним были неразлучными друзьями. И вот здесь-то моя русская душа, видимо, была переполнена совершенно новыми созвучиями. Во-первых, пентатоника. Во-вторых, удивительный такой склад песенный, такой конкретный. Я считаю татарскую музыку самой конкретной музыкой из всех национальных музык. Настолько благородная, простое и душевное. И вот после этого я был в Башкирии, я слышал замечательные такие шедевры, витиеватые шедевры башкирской музыки. Но там действительно, там импровизационный стиль. А у татар законченность, лаконичность. Это прекрасная душевность этой мелодии в пентатоническом, правда, звукоряде. Но все это только казалось мне совершенно каким-то чудесным миром. Вот так же, как для Колумба была Америка, для меня это была татарская музыка. И вот представь себе, с тех пор я был покорен. И когда я приехал уже через много лет, в 24 году, приехал в Казань, я попал именно в ту среду, о которой я мечтал. У меня были друзья только татары. Он обладал своим собственным стилем, потому что ключеревский стиль, который совершенно очевиден, обладает, как татары говорят, мынбар. Знаете, какая-то вот частица, которую невозможно объяснить, какая-то красота, какая-то вот свое. Вот. Он играл очень узорно на рояле. Ключерев понимал душу песни, явления, и поэтому его, когда он выступал с певцами, с певицами, это была какая-то целая поэма, это была какая-то сцена законченная. Я вас уверяю, что певцы и певицы были счастливы выступить с Александром Сергеевичем Ключеревым. Вот Ключерев был из тех, у которых не было случайностей. Он так мыслил вообще. Это было видно из того, что когда он стал писать балет свой горный были, кстати сказать, в оркестровом отношении первоклассное сочинение. Потому что оркестр Александр Сергеевич чувствовал поразительно. Оркестр был экономный, в то же время богатый и примерный, я бы даже сказал, потому что его чудесные новые звучности, нельзя сказать, что это был импрессионизм, если это был
скажем, он был слепой по свету римского Корсака. Он был сам по себе очень красочный. В общем, он был барабанщик очень большого. Это был большой композитор просто. Ключерев был обаятельнейшим человеком. Он был очень коммуникативным, умен, невероятно интеллигентен, деликатен. Я от Ключерева не слышал ни единого слова гнева или осуждения кого-либо. Дом его был очень интересный. Я часто бывал у Ключеревых, где была вот Дина Абдуловна, его жена, очень умная женщина. И в этом доме масса группировалась музыкантов, которые любили вечером прийти и попеть. Министерство культуры объявило открытый конкурс на создание лучшей песни. По условиям конкурса подлинные имена авторов, представленных на конкурс песен, никто не знал. Они были написаны и запечатаны в конвертах. После тщательного отбора и единодушного, так сказать, согласия всех членов жюри были отобраны 3 песни. Они были разными. Ну, наконец, настал день. Нам принесли эти письма закрытые, мы их вскрыли, чтобы узнать подлинных победителей этого конкурса. К нашему большому удивлению, автором всех этих песен оказался один композитор – Александр Сергеевич Ключерев. Вот его яркий талант, так сказать, позволил обмануть нашу бдительность. Ну, к сожалению, время всегда на высшем уровне, только для пользы мы не умеем тратить. И он тоже грешен был. Ему надо было писать и писать, у него фонтанировало. Только успевай записывать. За что бы он ни взялся, и оказывался это высший пилотаж, так сказать, композиторского искусства. А Александр Сергеевич может рассказать и анекдотик такой, что тут со смеху покатишься. Он мог поддерживать общее веселье. Он был очень жизнерадостным человеком, щедрым на услуги и оказание внимания другим. Хорошим человеком, не только хорошим композитором. Вот это бывает редко, и то, и другое. Не зря говорят, талант многолик. Он прекрасно рисовал, прекрасно готовил. Он был неистощим на юмор. Его знали все дворовые собаки, коты. Он понимал, любил природу. Он мечтал написать концерт для фортепиано с оркестром. Не успел. В заключение хочу сказать о том, что творчество отца до конца не изучено. Оно уникально и не имеет аналога. Мне хочется, чтобы нынешнее поколение заново открыло для себя музыку Александра Ключерева. Я надеюсь, что наш фильм хотя бы отчасти эту задачу выполнит.